Всем селям алейкум! Добро пожаловать в Букхане, подкаст о крымско-татарской литературе. В наших эпизодах будем знакомить вас с крымско-татарскими авторами и их произведениями. Нескучные рассказы профессионалов от лица писателей или их близких друзей. Это наш первый эпизод. Буду рада, если вы поддержите его своими лайками и комментариями. Так как это наш пилотный выпуск, я хочу подарить подарки его слушателям, но об этом чуть позже, поэтому дослушайте до конца. Сегодня говорим о Чингизе Дахчы, крымско-татарский романист, который долгое время прожил вне Крыма, но лучше всех описывал его в своих произведениях. Подключаем нашего гостя, Ранета Гафарова. Ранета Оджа, селям алейкум. Всех своих гостей я буду просить говорить от лица героя или его близкого друга. Вас тоже об этом попрошу. Для меня Чингиз Дахчы стал вторым отцом, потому что я очень рано потеряла своего отца. Но Чингиз Дахчы стал для меня духовным еще отцом. И все, что касается Чингиз Дахчы, для меня настолько важно и настолько трогательно. Говорят, Чингиз Дахчы — неизведанная планета на литературном небосклоне. Так кто же такой Чингиз Дахчы? Чингиз Дахчы. Кто его называет феноменом, кто его называет коллаборационистом, кто его называет писателем, кто-то называет его патриотом. Для меня Чингиз Дахчы в первую очередь это человек. Потому что человек, который жил жизнью. Но главное его человеческой натурой это, наверное, мыслить, думать и думать так, что ты пытаешься подражать ему. Не то, что подражать, а, скорее всего, думать вместе с ним. И феномен Чингиза Дахчы в том, что, прочитав его хотя бы один роман, ты ходишь в каком-то плену его мыслей, его произведения, и он настолько тебя захватывает, что ты остаешься наедине только с ним, с его героями. Чингиз Дахчы, конечно же, писал на турецком языке. До сегодняшнего дня не определена дата его рождения, хотя 9 марта его мать написала в Хуране 9 марта, год не написала. И ходят споры, то ли он 19-го года, то ли 20-го года. Он в своих воспоминаниях писал о том, что как раз закончилась Первая мировая война. Отец очень хотел, чтобы он учился. Отца в 1931 году арестовали. И, конечно же, получилось так, что после ареста отца он не смог учиться в школе, да, Кызылташ. Потом он переезжает в Симферополь, и отца выпустили, он остался в Симферополе. Он решил не возвращаться в Кызылташ, потому что он не видел смысла в том, что его дети останутся в деревне и будут там как-то развиваться. Отец в этом плане был человек очень прогрессивный. Он оканчивает там школу, и после этого он поступает на то время всего было 3 учебных заведения в Крыму. Это был Симферопольский медицинский институт, Симферопольское педагогическое училище, институт мы сейчас это называем, и военная школа, Ворошиловская она называлась, военная школа. То есть, по большому счету, выбор был небольшой, да. Вот. И на тот момент он выбирает именно исторический факультет, хотя отец его очень хотел, чтобы он учился на отделении крымско-татарского языка и литературы, но он почему-то пошел на историю. Он говорит, я даже тогда не задумывался, почему я же пошел на исторический факультет, хотя меня тянуло к литературе. У него был друг из Кезлева, то есть из Евпатории,
который был просто охвачен историей Крыма. И первое, что ему попадается, они начинают писать какую-то работу о Крымском ханстве и обнаруживают, что нет источников вообще никаких. Если есть источники, они все искаженные. То есть и после этого он говорит, я понимаю, почему он пошел на исторический факультет. У него была мечта закончить университет, институт, остаться там работать, сделать научную работу и написать книгу о Крымском ханстве. Вот, наверное, попытки написать о ханстве или об Орде, наверное, легли в основу его романа «Генч Темуджин», да, молодой Темуджин о Чингисхане. После этого в 1939 году его призывают в ряды советской армии, в 1940 году он уходит служить. И поэтому он проучился всего 2 года в институте. И после этого, конечно, война, которая его захватила через год. И таким образом Чингис Далджи начинает службу, он служит артиллеристом, но при этом тоже и там владеет 2 языками. Ему помогало то, что он делал очень интересные заметки для военной газеты. То есть умение писать и знать 2 языка ему пригодились на армейской службе. В 1942 году он попадает в плен, и потом он, конечно, попадает в концлагерь. Это, наверное, самые мучительные дни его жизни. И немецкое командование, один из таких более лояльных офицеров, замечает то, что этот человек, потому что он подвергается пыткам, и узнав о том, что он владеет 2 языками, и то, что он крымский татарин, конечно, может быть, его это спасло. Он берет его на работу себе, как денщиком, он там ему подает это, готовит чай. И на то время немецкое руководство делает ставку на создание Туркестанского легиона. В этом легионе он тоже работал писарем. Там тоже была газета «Яш Туркестан», то есть «Юный Туркестан». Он, по большому счету, занимался тоже журналистской деятельностью. Как я говорю, когда обвиняют его в коллаборационизме, я говорю, вы знаете, он оружие, наверное, держал в советской армии, когда он с гранатами бегал по этому полю, а потом он просто держал ручку, он писал. И, может быть, это его и спасло, то, что он все равно даже в это самое тяжелое время пытался творить. После этого он попадает в спецпереселенческий такой лагерь, да, знакомится со своей будущей женой Региной. И потом, конечно же, он не возвращается обратно в Крым, так как знает о том, что он встречается на границе, по-моему, с азербайджанцем, солдатом, который говорит, что ваших всех расстреляли. И он, конечно же, принимает решение остаться в Германии, потом Австрия, после этого очень много городов, и в конечном итоге он перебирается в Лондон. И остаток своей жизни проводит в Лондоне. Он работает в Лондоне и дворником, и в ресторане, и проводит, конечно, это периоды становления человека было. И потом, скопив небольшую сумму денег, они с женой открывают на окраине Лондона маленькое такое старинное кафе, которое им приносило доход. У них рождается дочь Арзу, она ее носила 2 имени, Арзу Урсула. И вот так он живет на протяжении многих лет, и только лишь в начале 70-х годов у него начинается какая-то связь с Крымом, потому что к нему приезжает Ахмедхан Султан, который привез ему газету «Лени Байрагы». И тогда он узнает о том, что его родные живы, и он привозит ему все пластинки с записями Сабрии Реджеповой,
Зине Плюмановой, с песнями Хайтармы, то есть. И у него был даже час и место, вот он в своих воспоминаниях писал, даже цветок из Крыма, где он плел Крым Чечегы, то есть он этот цветок настолько бережно к нему относился, поливал и заботился, то есть это был его кусочек Крыма. Он ставил пластинки с Ибрией Реджеповой, Эдит Утче, и часами, говорит, я просто был в Крыму. Это было просто неописуемое. То есть вот эти первые его связи с Крымом начались именно с того времени. Ну и, конечно, в 2011 году он уходит из жизни. Регина, его жена, ушла намного раньше. И он был предан, он так и не женился после этого, он прожил в одиночестве. В 2011 году при поддержке того времени премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу его тело было привезено в Крым, и он похоронен в Кызылташе, прямо напротив горы Аюдак, где покоится на сегодняшний день его душа. Он родился в Кызылташе и завещал его похоронить там же, на родной земле? Родился он в Кызылташе. На сегодняшний день русское название Краснокаменка, это Гурзуф. И Чингис, даже надо дать ему должное, в каждом романе он автор 16 произведений. И в каждом романе он, конечно, описывает топонимику Крыма, да. Вот если ты хочешь узнать, что было в 20 веке, да, в начале 20 века, и безошибочно ты, прочитав его произведение, ты определишь. Я даже как-то составила карту Чингиза Далджи, и получилась удивительная карта, то есть с его горами, реками, речушками, колодцами, городами, деревнями. Так что Чингис Далджи, скорее всего, здесь выступил как и хронограф, и как историк, и, конечно, в первую очередь, как литератор. Знаете, читая его роман «Уларда инсан эді», я восхищалась тем Крымом, который он описывал в этом произведении. Однако мне показалось, что он немного идеализировал Крым. Идеализировал ли он Крым? Я думаю, что он его так любил. Любил всей душой и телом. Почему? Потому что он долгое время прожил на чужбине. Он, вернее, жил на чужбине. И получается, он запечатлел Крым таким, каким он видел ровно 22 года. То есть он ушел в армию в 22 года. И получается, вот эти все его детские воспоминания бывают всегда очень яркие, выразительные и запоминающиеся. И они бывают сказочно добрыми, да. Я сама, когда читала его романы, а Крым в основном во всех его романах, я сейчас потом назову, какие это романы, и вы знаете, я по-новому влюблялась в эти места. Особенно южное побережье Крыма, это Гурзуф, Кызылташ, Дерекөй, то есть вот эти места, Ялта, даже Симферополь. Я думаю, что идеализация была через призму детства. И его в этом ни в коем случае нельзя корить или осуждать. Я думаю, что он правильно показал Крым, потому что Крым действительно красивое место. И думаю, рано или поздно, может быть, мы придем к тому идеальному, совершенному Крыму, который он описывал. На сегодняшний день я хочу сказать, что при переводе его произведения, особенно это касается, очень сложно делать перевод именно вот таких моментов, когда он вкладывает всю душу, и ты хочешь переложить это на другой язык, что на сегодняшний день так красиво Крым в прозе даже на русском языке никто не написал. Даже у Паустовского, который жил здесь,
Я пыталась найти моменты у Толстого, который написал «Севастопольские рассказы». Кроме Волошина в стихотворной форме, в прозаической форме, о красоте Крыма даже Грин не написал. Пейзажная лирика в его произведениях – это шедевр. Шедевр. Переложить это на турецкий язык глазами крымского татарина, он всегда говорил: я крымско-татарский писатель, который пишет на турецком языке. Вот здесь я отнесенный, в какой литературе он относится. Я думаю, все равно он относится к крымско-татарской литературе, так как он писал о Крыме. Это первое, что мы должны здесь учитывать. И, скорее всего, даже не крымско-татарской литературе, а крымской литературе, потому что он оставил очень большой след в описании крымской тематики. Это не касается только крымско-татарской темы, а именно, вот, например, Онларда Инсанды. Он ведет свою корову в греческую деревню, да, где живут только греки, Румларын кöyü, да, и с каким трепетом и с какой любовью он описывает эту греческую деревню. С такой же это он описывает и деревню немцев, которая недалеко находилась, да. То есть здесь, скорее всего, в крымологии он тоже оставил бесценный вклад. Все-таки Чингиз Дахджи писал на турецком языке. Изучают ли его творчество в Турции? Да, в Турции я 6 лет работала в Турции. У меня у самой дипломники, 2 дипломника писали работы по Чингизу Дахджи. Да, это программный писатель, но он входит именно в турецкую литературу, хотя он не признан писателем Турции. В этом может быть не то, что вина, скорее всего, это политическая какая-то, политические обстоятельства, что не позволили Чингизу Дахджи войти в союз писателей Турции. Он за это очень был расстроен и обижен. Но на сегодняшний день издательство «Утюкен» издает его книги. И книги читаются, Чингиза Дахджи очень любят, читают. И это программное произведение. Когда я составляла библиографию по Чингизу Дахджи, что же сделано, вы не поверите. Я вам скажу. Написано около 40 бакалаврских работ, 40. Из них 10 магистерских работ, которые еще неизвестны. Вот я посмотрела вчера в интернете и обнаружила, что вышла еще одна работа, и темы очень разнообразные. То есть он актуален. И сделано 4 докторские работы. То есть есть чингизоведы, которые изучили полностью его творчество, даже будучи при его жизни. Один из таких – это Ибрагим Шахин. Он работает в университете Осман Гази, да, вот. Есть такой Бекир Шишман, который написал докторскую работу по его теме «Память». То есть это, да, программный. В школьной программе я не думаю, что его читают, но все-таки, когда говорят о Крыме, то сразу у всех говорят Чингиз Дахджи'nin романында yazılmış, да. То есть вот именно его романы, сразу же ассоциация идет, концепт Крым и Чингиз Дахджи здесь просто неразделимы, они постоянно в взаимосвязи. Вы перевели один из его романов «Хорхунч Хиллар». Планируете ли вы продолжить переводить его произведения? Если да, то что в ближайшее время мы сможем прочитать? Да, я еще в 2014 году в связи с некими событиями в Крыму, конечно, книга Чингиз Дахджи тогда меня просто-напросто спасла, я хочу сказать. Чингиз Дахджи меня спас, и я иначе посмотрела на Крым и
поняла, что действительно это священное место, сакральное место, да. То есть я решила перевести, дала себе слово, что я переведу. Да, перевела этот роман «Коркунчий Лар». Вообще планирую перевести 4 романа. На сегодняшний день актуальная тема у Ларда Инсанды. Люди просят. Переводить Чингиза Далджи, особенно Коркунчий Лар, поначалу было для меня очень легко. Коркунчий Лар в этом плане, он написан простым турецким незамысловатым языком. Очень много крымско-татарских слов. И еще, наверное, тогда это первый был из романов, и еще чувствовалось, что человек живет в менталитете советского времени, да, то есть чувствовалась и русская речь, и вот даже мышление на русском языке, мышление на крымско-татарском языке. Вот это мне, наверное, и помогло, что этот роман я перевела буквально за 6 месяцев. Ну, конечно, 10 раз его потом уже переводила, перечитывала. Легкий, но при этом сложный перевод тем, что это психологический роман. Вместе с каждым предложением, с каждым словом ты сопереживаешь с автором. С какого произведения нужно начинать знакомство с творчеством этого автора? Конечно, я советую начать с Коркунчий Лар, потому что это его первый роман. Это трезвый, реалистичный, автобиографический, как говорится, роман, который запечатлел все. На втором месте, я считаю, ему надо взять Ларда Инсанды, потом «О топрақлар біздіңді» и «Письма матери». «Письма матери», конечно, это эпистолярный жанр, но все-таки «Письма матери», они более написаны таким художественным языком и вроде бы и простым. Ну, Коркунчий Лар – это один из шедевров, потому что на сегодняшний день это единственное автобиографическое произведение. Всегда автобиографическое произведение, оно выделялось, потому что, может быть, люди будут искать какие-то такие моменты. Но не все, конечно, автобиографично в этом романе, я хочу сказать. Он уходит от многих вещей, он где-то есть художественный замысел писателя, поэтому Коркунчий Лар, я думаю, что это один из первых романов, это его визитная карточка и его лицо. Я благодарю вас за беседу, а нашим слушателям хочу рассказать об обещанном конкурсе. Я подарю 2 книги Чингиза Дахджи на русском языке с автографом переводчика. Для этого подписывайтесь на нашу группу в Instagram. 1 книгу я подарю активному подписчику, а 2 — человеку, который отгадает, какое растение Чингиз Дахджи называл Карым Чечегі. Всем пока, услышимся!